Первое интервью он дал изданию «Главком» практически в начале парламентской кампании. Вот. Нет, после я имею в виду. После парламентской кампании, да. да, после парламентской, конечно, да. И там в преамбуле... Мы этого интервью очень долго добивались. Да, но это было еще в той эпохе. Как ты думаешь, почему тогда, когда еще Порошенко был при власти, почему тогда он бегал от «Украинской правды»? Ну, казалось бы, что ты бегаешь, это же СМИ не против тебя, да? Это вы хотели сделать честное интервью, и можно было дать его, начиная там, я не знаю, когда вы начали, да, с Нового года, да? С 2015 года ну, вообще с 15 Павел года, Шеремет просил об этом, в том числе после пресс-конференции подходил к на тот момент президенту Петру Алексеевичу, просил об этом интервью. И мы практически ежемесячно просили и направляли и запросы, и в устной форме. Постоянно это. То есть 4 года, да. Главное, ну, это мое оценочное суждение, наиболее такое респектабельное, что ли, с истории СМИ Украины, просит президента Украины просто дать ему интервью. И 4 года молчания, и почему он вдруг согласился? Петр Порошенко не давал, как мне кажется, и в том числе, мне кажется, что ответ на этот вопрос кроется в одном из ответов на вопросы как раз-таки в интервью, когда он сказал, что «Украинскую правду» никто не заподозрит симпатии к Порошенко. Мы действительно были достаточно критично настроены по отношению к... Не то чтобы критично, мы рассказывали о деятельности. Вы не травили его, вы не участвовали в кампании очернения там, и так далее. О его бизнес-интересах, о коррупционных скандалах в окружении президента. И на тот момент Порошенко был очень чувствителен к критике и, к сожалению, не мог слышать. В том числе во второй части интервью, которая выйдет также, он говорил о своих, ну и в принципе он говорил это раньше, что у него были коммуникационные ошибки и что это были кадровые решения. И конкретно я думаю, что ситуация с УП это одна из таких вот ситуаций, одна из крупинок такой вот глобальной проблемы коммуникации, которая действительно... Но могу подтвердить, что и на ТР он тоже не приходил за все 15 года. Сколько? Ну, тоже, да, 4 года, ни разу на Красноярском телевидении. На самом деле формат общения с прессой Порошенко был следующий. Это либо пресс-конференции, куда приглашались сотни журналистов, и они могли иметь доступ, либо это интервью в дружеской атмосфере 4-3 каналам, не могу сказать заданно, я не хочу кого-то в чем-то обвинять, но вопросы были соответствующие, они были больше касались, наверное, ситуации на фронте, нормандского формата. Ну, то, о чем он хотел говорить. Да. Минских договоренностей, дипломатии. Предвыборной кампании это, конечно, были вопросы, связанные с Томасом, с армией, с законом о языке. Да. Но я не хочу пересказывать интервью. Я всем рекомендую, зайдите просто в интернет, забейте Петра Порошенко, Севгиль Мусаева и прочтете объемное, большое. Там для понимания очень много, но Севгиль, пользуясь случаем, хочу спросить о впечатлениях, которые не отражены на бумаге, например. Вот как тебе кажется, он понял вообще, в чем он ошибался? Или не до конца, или все-таки сделал выводы, или еще не сделал? Вот сложно по его даже кадровым сейчас решениям каким-то, внутри партии, в списке, да, там какой-то микс идет, да, непонятно, то ли он действительно понял, почему он проиграл, или получил такой плохой результат потом на парламентских выборах тоже. Мне кажется, что он недопонял, как-то наполовину все произошло. Какое твое мнение? Мне кажется, что частично он уже многие вещи понял, но не может, наверное, признаться на публике в этом. Ну, а лично он тебе что-то сказал? Лично это же для того и личное, чтобы, наверное, оставалось между людьми, несмотря на то, что мы журналист, а он политик и бывший президент. Мне кажется, это неправильно будет, если я буду выходить за рамки каких-то вещей. Но что я могу сказать? Мы много говорили в том числе об ошибках, это будет во второй части. Он признавал кадровые ошибки, он говорил, что действительно эта ситуация, например, с Гладковским, которая очень повлияла на результат выборов, потому что... она добила фактически его рейтинг, я так думаю. Да, по данным штаба Порошенко, из-за скандала с Укроборонпромом, из-за скандала с Гладковским, Порошенко потерял от 7 до 10% голосов избирателей. Но то, что было его сильной стороной армии, вдруг стало наоборот... я думаю, знаешь, я тебе так хочу сказать, что те люди, которые его поддерживали и действительно верили в какие-то начинания касательно независимости церкви, и в том числе, как Порошенко очень
культивировал образ, сейчас он культивирует образ такого отца нации, но на тот момент это еще был образ главнокомандующего. И вот когда вот этот образ главнокомандующего рушится вот рассказом о том, как все происходило в Укроборонпроме, я знаю, что очень многие люди после этого действительно решили, что они не будут за него голосовать. Очень много таких людей даже среди моих знакомых, в том числе и в Крыму, многие мне об этом рассказывали, что этот скандал, он очень сильно повлиял на отношение к президенту. Что я могу сказать, что в интервью, это будет во второй части, мне кажется, если честно, что вторая часть в некотором смысле получилась даже более интересной, чем первая. Ну, так же всегда бывает, я думаю. Первая, она была более информационная, это была первая встреча действительно после парламентских выборов, мы говорили о результатах, мы говорили о допросах ДБР, и действительно очень много было каких-то вопросов вот текущего момента. Я все-таки хотела с ним построить беседу относительно осмысления вообще, что произошло и как произошло, и почему, какие он выводы для себя сделал, чему ему научило это президентство, да, потому что я думаю, что действительно, когда политик сталкивается с такими вызовами, с которыми столкнулся на своем политическом пути Петр Порошенко, это не проходит бесследно. И я думаю, что человек, который обладал такой властью, в какой-то момент теряет ее, это тоже в том числе, наверное, следует какая-то переоценка ценностей или понимание, что вообще случилось за это время. И мы много говорили об этом с ним. И прозвучала фраза, что, возможно, мне стоило уволить было Гладковского еще несколько лет назад.